Сейчас мы находимся на Голубом озере, Кабардино, Болгария. Идет подготовка к погружению. Здесь находятся самые хорошие профессионалы. Глубина Голубого озера около 270 метров. Это очень большая глубина. Дежурю. А что там лабынцевские испытания еще? А еще нам нужно, короче, у нас очень большая задача, мы пришлем с аэромаксом все приключения, что они там будут делать, а они сейчас в этом сидят, да? Барокамера вообще сама по себе уникальна. Она производство ЮАР, да, Южная Африка. Состоит предкамера, естественно, в предкамере идет два узла подачи кислорода и 4 на ту сторону. Да. Сейчас проверим. Ну я туда не полезу, вы откройте. Хорошо. Надежность. Сколько там это? Аллаху Акбар. Камера была предназначена раньше на 60 метров. Вот. Мы ее переделали на 40. С проектом полностью промышленной экспертизы под российский Ростехнадзор. Вот. Впереди это узел связи. Это вот трубка. Да, трубка вот. Это второй дублирующий элемент. Помимо того, что идет громкая связь снаружи, ну то, что я покажу вам сейчас. Вот. Это второй дублирующий элемент. И третий, ну естественно, киянка. Киянка деревянная, вот она там где-то лежит. Вот, это чтобы стучать. Да, согласно всех Это таблиц, старый метод, да? межотраслевых правил, да. Это центральный пост. Так сказать, оператора барокамеры, врача, спецфизиолога. Ну, мое рабочее любимое место. Вот. Что здесь находится? Это мозг, да? Да, это... Вот. Вся связь дублируется. Раз, два, три. Слышно, да? Не хотят, гавкать не хотят. Раз, два, три. Док принял, спасибо. На оценку 5. Вот. Ну чем хорошо... помимо этого, идет жесткая фиксация параметров анализаторов. Ну вот. Ты как, вот через этот шлюз подается? Да, сейчас дойдем до этого. Вот. И поэтому здесь идет подача кислорода, все это, содержание СО, все это идет. Вот. Вся информация выводится сюда благодаря вот этой штуке. Это что? Это дозатор, который выдает нужное количество воздуха для анализатора. Вообще это уникальнейшая барокамера. Да. Я ее обожаю, эту барокамеру. Это одна из южноафриканцы сами делают, да? Да, ЮАР. Нормально. Welcome, добро пожаловать на Кавказ, Сергей. Какие ощущения у вас, какие впечатления в этом озере на Кавказе, какие видишь перспективы? Расскажи мало. Ну, здесь мы уже далеко не первый раз. Мы первый раз это озеро исследовали в 2016 году. Мы его полностью осмотрели, составили 3D-карту его, изучили вопрос, откуда здесь появляется вода. Это же озеро-источник, но, к сожалению, сейчас из-за бесснежной зимы его уровень... Вот, из-за того, что у нас несколько лет уже здесь с осадками была проблема, поэтому озеро подупало, но мы надеемся, что в конце зимы были снегопады, и мы надеемся, что озеро вернется к статусу источника, из него снова будет вытекать ручей. Вот. А в крайние года мы используем Голубое озеро как полигон для отработки новых технологий, новых элементов снаряжения, новых образцов подводной техники.
Потому что, ну, полигон все-таки идеальный. Хорошая прозрачность, ни волн, ни течений. Мы спокойно в своем режиме работаем, практически независимо от погоды. Поэтому, да, на Кавказе мы далеко не первый раз. Но я надеюсь, что мы еще в этом озере что-то новое для себя откроем. А вот на Чеченском мы показатели Горанчевское озеро, какое впечатление там, какой можно интерес там представляет для вас интерес этот регион? Ну, вообще, нам, как Центру подводных исследований РГО, всегда приятно, когда в различных регионах, да, возникает интерес к подводным исследованиям в целом, да, и к нашей работе в частности. Вот сейчас, кстати, с нами прибыли гости из Перми, с которыми у нас уже есть совместный опыт работы на их территории. Они сейчас тоже учатся, перенимают кое-какие практики, чтобы уже самостоятельно вести какие-то работы под нашим контролем. По Чеченской Республике я надеюсь, что будет некое подобие такого взаимодействия. То есть мы всегда заинтересованы в любых инициативах в части подводных исследований. И если мы там можем какую-то помощь оказать, методическую, там, просто консультационную или даже техническую, но мы постараемся это сделать. Однако мы понимаем, что проект вот по Чеченской Республике, он, конечно же, требует еще детальной подготовки. То есть мы буквально недавно услышали про эти озера, поэтому надо этот вопрос изучить, понять, что там делать, понять, как там сделать, и потом уже нормально совместно работать. Я думаю, что мы в любом случае в начале, если приедем, то приедут там очень малые группы на рекогносцировку, посмотреть, как пути отхода, вообще что за объекты, потому что, ну, я считаю как-то, вот чем отличается водолаз от дайвера, да, дайвер хочет нырять побольше, водолаз хочет нырять поменьше, да. Мы хотим максимально собрать информацию, чтобы максимально как бы эффективно каждое погружение использовать. Мы все-таки в этом плане водолазы, а не дайверы, потому что нам на задача в наименьшее количество времени, сил и спусков запихнуть наибольший результат. Ну, с этим на высшем уровне. Ну всё вот, показано. пожмите теперь руки друг друга. Всё, Да. спасибо. Спасибо вам. Спасибо.